Говорят, что город– это царство, а деревня– рай. А если эта деревня находится рядом с городом, то смело можно предположить, что это самое настоящее райское царство, в котором живут такие же величественные люди. Сегодня мы познакомим вас с жительницей села Пригородное, активисткой, общественницей, а в прошлом замечательным педагогом. И, конечно же, она мама. Мудрая, проницательная и очень хозяйственная. У нее, как, впрочем, и у всех наших героинь, интересная и в то же время сложная судьба. Знакомьтесь, боевая, шустрая и очень энергичная Людмила Лукинишна Нестерева. Я начала держать коров, мы решили только после 90-х годов. Когда у нас, конечно, было очень сложно, и зарплата, и с работой. А дети мои все школьники были. И я подумала, что же нужно делать, когда выжить. И я купила, мне посоветовалась, конечно, с подружками своими, и решила купить корову. И я купила. И до сих пор вот держу, никак расстаться не могу. На самом деле было нелегко. Растительное масло мы все, это хлеб макали, да, и кушали. И все в дефиците, да. Дефицит был. Но мы счастливы были, когда у нас была картошка осенью. Очень хорошо, когда в мундире. А когда там масло тает, это вообще супер, да? А когда появилась корова, мы так обрадовались, это же корова. Ну, в деревне такую, конечно, видели. У бабушки там в хутоне стояли несколько, да. А то, что у нас своя здесь в городе, а когда появилось уже молоко свое, вообще супер было. Мы сметана там, сливки снимали. И сейчас вот нормально. Все то, что есть, сохранилось. Я мужу говорю, надо корову купить. Он говорит, ни в коем случае. Мой отец сказал, как зайдешь в хутон, и оттуда не выйдешь. Он так не зашел. В своей жизни он не зашел. И он молоко любил, да, все любил, но в хутон не заходил. Пол-литра мог спокойно выпить свежего молока. Все, ага. Сепарировать любил, но в хутон не заходил. Ой, приветики. Ну чё? Встаем. Все. Кая. Сақ бөғілер. Бүтті. Үдік-үдіктір. Олы. Не, от бұға келі. Бері, туран бер. Роғы сұқым ет үйекқа. Все. О. Дәрі. Көрі. Көрбетік. Я им всегда шепчу. Машины не ходить, в ограду не заходить, вечером вовремя вернитесь. Я так и с ними разговариваю, а они вечером идут, они вот такие тоже. Ну, что делать? Теперь уже коров стало мало, мы уже у нас, видите, асфальтировано, везде лампы горят, у нас все цивилизация вся. Теперь коровы враги номер один, потому что заходят другие ограды, все съедает, потом отвечает за них. Мне тоже на мое имя даже подавали заявление в полицию, что моя корова сытая вот шла по дороге, да, и там стояла красивая машина, и она случайно своим животом
Зеркало задело. Вот сейчас цивилизация, они сняли, как моя корова идет своим огромным животом, и спокойно задевают и уходят. И сзади еще одна телочка идет. Все. Вот. Преступника поймали на месте. Да, вы быстро поймали. Угу. Из полиции звонят. На ваше имя тут лежит заявление. А я говорю, сколько лет мне дадут? И он только смеялся. Несмотря на это неловкое недоразумение, которое в жизни Людмилы Лукинишны случилось впервые, наша героиня не унывает, ведь в селе Пригородное она человек уважаемый. Ее знают как видного активиста и общественника, радеющего и за свое село, и за его жителей. Село Пригородное, оно само интересное село. Жители села Пригородных уважаю, люди очень трудолюбивые. Но я очень рада, что в деревне все-таки, я чувствую, что-то еще уважает. Издалека говорит, как ваше здоровье? Я тут чуть не падаю. Как ваше здоровье, Людмила Лукинишна? Спасибо, нормально. Вначале я была председателем женского совета, потом чуть-чуть, наверное, выросла. Была членом Алас-Хотон. Это те, которые занимаются живущие в сельской местности. Со временем я перешла на ветеранов. Сейчас являюсь я все-таки курирующим, можно сказать. Я работаю, «Дети войны». Есть вот такая организация. Тоже старикам стараемся помогать и так далее. Хотя бы словом. И до сих пор и работаю. Теперь я педагог дополнительного образования. Мы в основном занимаемся краеведением, поисковой работой. Но это не первый и не последний. Очень много среди учеников у меня есть. И врачи, и учителя. Этим я немного горжусь. И иногда среди своих говорю, я 3 поколения учеников выучила. Приходит, говорит, вы же мою бабушку учили. Да-да. В семье Нестеревых я старшая дочка. Мои родители Людмила Лукинишна Нестерева, учительница 12-й школы. Всю жизнь она проработала там. И отец у меня Иосиф Прокопьевич. Он всю жизнь тоже работал в одном месте. Госстандарте. Инженером. Училась в школе 14-й, с 1 класса прямо сказали, надо в якутский класс. И в старших классах, когда открылась Якутская городская национальная гимназия, родители тоже сказали, надо физмат-класс. Не сожалею, что ушла с 14-й школы. Там у меня друзья остались. Мы всегда на связи со своими одноклассниками. И Яганга тоже мне открыл новую дорогу, физмат-направление. Потом уже, когда туда преподаватель пришел из университета, Сыромятьков Валерий Гаврилович, и он, когда нам и физику сам преподавал, так интересно преподавал, вообще совсем по-другому как-то, нас затягивало. Потом он приводил нас к себе в университет, мы смотрели эти лаборатории, лазеры всякие, да, оптические микроскопы. Все-таки физика больше меня потянула. Так и определилась судьба. Физфак. Меня оставили. Я работала сначала лаборантом. Прошла путь весь от начала до конца. В 2005 году, уже через 6 лет, мне сказали, не хочешь стать замдиректором по воспитательной работе? Почему бы нет? У меня была студенческая организация «Снежный десант Юргель». Я была сначала как студентка, просто боец обычный. Через несколько лет, когда уже закончила, решила дальше продолжать, потому что тот командир, который уже ушел, уже работал уже в другом направлении, а кто-то нужен был, чтобы продолжали традицию университета ФТИ, получается, физиков, осталась руководителем снежного десанта. И видели, что я работаю со студентами, с молодежью, в принципе, неплохо. Директор сказал, давай замдиректором. Я очень благодарна Голикову Иннокентию Алексеевичу, бывшему министру образования. Он тогда был директором нашего института. И как-то поддержал, хотя я была молодая, сказал, будем работать. И вся воспитательная деятельность, внеучебная деятельность начала меня бурно туда затягивать. Эти заселения в общежитие, проверки.
какие-то мероприятия очень хорошие, культурно-массовые, спортивные. Все это затянуло, в принципе. И вот сейчас, работая с 2019 года заместителем проректора по внеучебной работе и молодежной политике, тоже очень благодарна своим руководству Анатолию Николаевичу, что он доверил мне такую миссию большую, ответственную. И в университете я вот 3-й год уже. Оказывается, нравится работать именно с молодежью, со студентами, не со школьниками, да, дети это сложнее, а это уже более самостоятельные, уже понимающие люди, которым объяснять, что уже, которые знают предмет, просто немножко надо направить и правильно дать понять. Воспитательная часть играет одну из важных ролей, да, эти все вот компетенции, soft skills, все нужное, то, что не только они должны специальность получить, но и навыки разные. То есть человек должен быть многофункциональным, то есть подготовленный к жизни, самостоятельный, достаточно конкурентоспособным специалистом, который мог бы работать не только, например, узкопрофильным инженером, но и далее руководить, именно как руководитель хороший, да. Ну, в принципе, мы поддерживаем очень сильно и общественные организации, студенческие, спорт, творчество, поэтому хотим, чтобы наши студенты были лучшими во всем. Конечно, мой федеральный университет не как раньше, да, нашего региона, да, а уже смотрим выше и должны с ними равняться, поэтому у нас очень много работы. Мы именно что от Министерства науки и высшего образования прям конкретно, что они нам направляют по патриотике, по гражданскому воспитанию. Вот конкретно надо вот так вот, ребята, мы должны быть такими. Вот цели задаем и двигаемся туда. Очень много проектов, например, да, поступает. Мы должны участвовать в грантах, мы должны их побеждать, открывать какие-то новые центры для студентов. Очень много сейчас вот по трудоустройству тоже, да, по развитию самооценки, оценки компетенций. Есть у нас центр, и он сейчас начал достаточно мощную работу, и мы сейчас с ребятами тоже встречаются постоянно, активисты, ездят, учатся многому. Там жизнь еще какая, самая бурная, самая активная. Вся молодежь, она же состоит из энергии, ее же куда-то надо девать, и чтобы правильное русло их направить, нужно правильно к ним подходить. Саргалана Иосифовна, будучи заместителем проректора по внеучебной работе и молодежной политике Северо-Восточного федерального университета, не могла не перенять организаторские способности своей мамы. Она такая же активная и деятельная, как истинный педагог печется о своих подопечных. Точно так же вела себя когда-то и мама в школе, в институте и далее уже во взрослой и семейной жизни. Я закончила 2-ю школу, и вначале мы учились в 15-й школе, в начальных классах. Потом в 5-м нас перевели в 2-ю школу. И 2-я школа как-то меня приняла всегда, я была лидером. Вот сейчас я смогла бы то комсоргом, то секретарем первичной комсомольской. Всегда почему-то я была всегда впереди. Ну и везде участвовала. Почему-то так все время. Может, из-за того, что я была безотказной, может это. Я активно участвовала в комсомольской жизни школы. Вот поэтому под девизом «Школа, производство, вуз» мы и попали в Намский тогда район, село Петюнцы. Ну, достойно мы там проработали. Учительскую деятельность я начала с пионервожатой. Я в 12-й школе пришла, конечно, в 1979 году. Но параллельно у меня общественная работа была. И до сих пор. Мы видели, что они очень заняты, всегда в школе, всегда на работе. Мы оставались одни и были самостоятельными. Ну, то есть они в нас воспитали, что мы должны каждый нести ответственность, тем более я старшая, за всеми вот как-то, ну, что-то кому-то там, даже на родительское собрание ходила, или в садика забирали, мы уже старше же были, а те совсем маленькие были.
Даже на родительское собрание ходила с младшими сестренками. И ответственность. Почему-то мы тогда были очень ответственными. Сейчас дети не такие, нет, собственниками хотят быть, и все. Вот. А тогда у нас ответственность была, и мы как-то друг друга поддерживали, бегали, родителям помогали. Мама у меня спортсменка, волейболистка. Я помню, что прям она, когда мы в старших классах учились, говорю, соревнования у нас в школе, между школами. Да. По волейболу, да. А папа у нас прекрасно рисовал. Я видела, как он рисовал плакаты у себя на работе с Новым годом, и мне с 8 помогал. марта, да, и маме помогал по оформлению класса. И вот эти задатки рисовать, вот это вот творческое какое-то, спортивное тоже немножко, все, видимо, есть. Еще я помню, что меня сказали, обязательно надо в музыкальную школу, и с сестренкой нас обязательно дали в танцевальный. Да, это они хотели, родители наши, чтобы мы были разносторонне развитыми, конечно же. Ходили в танцевальный, очень нравилось выступать, танцевать, репетировать. Учились на Хамусе. У меня прекрасные учителя, Зинаида Николаевна Конешникова и Анна Титовна Семенова. Вот, до сих пор я с ними держу связь. Первая задача, наверное, все-таки детей надо воспитывать любовь к труду, преданности. Это обязательно нужно. Но то, что я была очень занята, может, это был, наверное, большой минус для семьи. Она так хотела у меня в художественную школу идти. А я говорю, сколько можно-то? И так в субботу, воскресенье у них гастроли куда-то ездит, я их тоже не вижу. Когда я дома, я их не вижу. Музыкальную и танцевальную все прошли, все этапы. Но в будущем, это, наверное, играет большую роль. Все-таки общение, наверное, как-то комплекса нет тоже выступать и так далее. И своих учеников тоже я учу. Так вот, теперь НПК же у нас есть конференция. Я средним звеном обычно работаю. Вижу, ребенок желает, я их поддерживаю. Они выступают, держатся, говорят, мы так испугались. Но говорю, учитесь, это в жизни вам пригодится. Коммуникация все-таки большую роль играет. Общение с людьми, да, как себя вести, может быть, воспитание. Ну и есть о чем поговорить. Когда иногда удивляются тоже, да, вроде видят просто, ну, например, меня видят и думают, ну, там, мамочка просто, может быть, да. А когда уже рассказываешь, я училась в той школе, потом там, это все успевалось. На самом деле затягивает, и все-таки, когда есть, тем более, национальные какие-то вот именно классика есть классика, она всем нравится, а когда национальный колорит, оно более ценнее. Оно ближе к себе. То, что мы выступали вот оркестром нашим национальным, да, очень мне нравилось. И мы, ребята, когда сплотились, уже оркестром ездили на гастроли, и мы тоже вот начали как-то... Это, мне кажется, организационный момент, именно вот когда командная работа, да, и когда тебя один наставник, и он говорит, давайте вместе, давайте дружно, никто ни на кого не обижается. И сейчас вот мне в жизни это тоже очень, в принципе, подходит, и я этим тоже как-то руковожу, да, есть студенческая организация, где тоже идет работа на сплочение, командная работа, ребята почти в одну семью превращаются и выпускается и вспоминает свои студенческие годы. Может, все-таки это воспитание имеет большое значение? В какой сфере ты находишься? Когда тебя поддерживают, видят что-то, ядро, начинают уже учителя видеть и их поддерживать, потом развиваешься и не можешь жить, наверное, без этого. Но, честно говоря, там общественная работа, она не платная, это неоплачиваемая работа. А вот сплотить людей, найти общее слово, как-то найти общее слово среди них, это не каждому удается.
И на мелочи не обращать. Но всегда люди видят, если ты честный, ты трудяга, никаких... Но они всегда все равно чуть-чуть ближе держат тебя. Я, например, считаю так. Это зависит от качества самого человека. Все методы и секреты воспитания Саргылана переняла у мамы уже по отношению к своим детям. Осознанно или подсознательно не имеет значения. В этом деле главное – пример для подражания. Так, одним из базовых воспитательных моментов мама и дочь считают музыкальное образование. Тоже народные инструменты. Александра, как я, домра, а Игорь на балалайке. Тоже так же учились на хомусе, тоже выступали, лауреаты, стипендиаты, чего там, дипломанты. Все эти тоже достижения есть, но они в музыку не пошли. Но Саша до сих пор поет, ну, и когда ей нравится, поет. Когда мы просим, тоже пела. А Игорь нет. Ну, они свои выбрали, поэтому я не сожалею. Главное, у них, в принципе, есть музыкальное образование. И не только. Игорь еще дополнительное образование получал. Повара. Потому что ему так хотелось. А так, на самом деле, он тоже технарь. Компьютерщик. Ну, работает оба. Взрослые же. Специальность получили, работает. Старшие дети Саргыланы Иосифовны не только радуют своих родителей успехами и помогают им по хозяйству или воспитанию младших братьев и сестер. Они еще являются большим примером стойкости, силы духа, выносливости и непреклонной воли. Старшие дети оба дальнезоркие, плюс 15 и плюс 9. Такие вот родились дети, и было сложно. Конечно, когда у тебя ребенок со здоровьем не очень, да, ну, если даже имеет инвалидность, значит, означает, что надо внимание больше уделять, значит, надо работать и одновременно, ну, то есть по врачам ходить, постоянно, да, наблюдаться. А когда не знаешь, от чего это, ищешь сначала проблему, откуда это появилось, это тоже выяснялось долго. До 1,5 лет мы не знали Саши. Она все время вот так ходила. Ну, вроде все. Но мои цветы все вырвала. Цветочки на даче, да. Но по дорожке уходит, по тропиночке, и все-таки вот так держится. А потом уже узнали, оказывается, она врожденная катарактой. И это 1,5 года. И срочно. Так сначала не показывала. Плакала, капризничала всегда. И первые операции и сделали, еще 2 лет не было. Так ведь, сразу почти сделали 2. Сначала 1 глаз, потом другой глаз. И мы прилетели что-то. Я не хотела, чтобы они прям в каком-то там спецшколе учились. И старшие тоже хотели другую спецшколу. Говорю, пусть учатся так, общеобразовательной школе. Ничего, выучились. Она всегда вот сидела у меня, вот так глупо сидела. И из ФУФУ закончила тоже. Берет это конспекты через компьютер, вот так и работала, так? Мы прошли через многое. И без поддержки родителей бы, может быть, много чего-то не было бы. Да. Мама привлекала с работы. Вот отсюда прям с пригорода приезжал туда и тоже помогала. И папа даже мой говорил, я нянька сегодня. В детский сад ходил за детьми. Дети растут и, наоборот, поддерживают, помогают. По крайней мере, мои старшие дети, Саша и Игорь, воспитание вот этих мелких. Мы их всех называем мелкими, потому что они подряд 4. И поэтому, если надо в садик, там, если в магазин надо сходить, там они сами, и присмотреть, после школы прибегали и тоже смотрели. Готовить, самое главное, готовить, да. Чтобы кто-то дома был. Дети – это счастье. В любом их понимании. Хоть какими они пусть будут, а дети бывают разные. Как дети бывают разными, так и родители могут различаться по характеру, нраву, жизненным устоям. Так было и в жизни Людмилы Лукинишны, мама и папа которой пошли разными путями. Еще когда маленькая была, у меня родители разошлись, и я осталась с отцом. Отец был вообще человек образованный по тем временам. Он закончил электротехникум связи. Ну, и
Наверное, в старости лет он был у нас заслуженным работником. До школы я жила с отцом. Помню, утром я встаю, иду, утром встаю, у меня уже бутерброд готов. А у меня тогда торбаза или уты, он сам подшивал все. Он очень тоже был мастером на все руки. А мама была у меня ветеринаром. Но она недолго жила, потому что в те времена ветеринаром быть очень сложно было. Вот на конях, разных больших, долгий путь и так далее по фермам, наверное. Ну, я сильно смутно его, но по рассказам родственников знаю, тяжелая была все-таки у них работа. Бабушка наша была очень красивая, с черными волнистыми волосами, красавица, которая прям ветеринар, ездила по району, там, получается, по деревням, лечила там коров, лошадей, сама на лошади. А для меня лошадь – это вообще экзотика, где эта лошадь. Вот. Я так представляла ее, прямо это, чуть ли не Туяра Мако или кто-то такая, прям с черными волнистыми волосами, девушку-красавицу, которая ездит на лошади. Судьба у нее тоже не ахти была. Очень рано она умерла. Вот личная жизнь, видать, у нее не сложилась. Вот так, когда уже на старости лет начинается размышлять, и некоторые даже начинают повторять его судьбу, но это, конечно, много зависит от самого человека. Хотя хоть как помогай, любыми путями, все равно как будто тянет в ту сторону. Есть такие. Но потом он женился, другая мальчика появилась, а потом судьба распределилась так, что у меня через суд, что ли, я не знаю, по тем временам, меня взяла родня моей матери. И я оказалась в городе. И тут в городе я и выросла. Отец не хотел меня отдавать. Даже он, даже очень хорошо я запомнила, когда вечером один раз, ну, так был, мой дед, он отцу сказал, девочку свою никому не отдавай, воспитывай сам. Так что он очень долгое время не хотел меня отдавать. Даже мне сохранилось письмо, где он говорит, ты должна заметить, что я не хотел тебя отдавать, но ты должна меня простить этого. Есть это письмо, мне сохранилось еще. Но зато я выросла у младшей сестры своей мамы. Вот это Мария Ивановна Варламова, это моя родная тетя. Она меня и взяла на воспитание. У нее росла девочка, а это сейчас ее, она тоже в музыкальной сфере работает, Александра Васильевна. Вот мы вдвоем и выросли. Тетя всегда осенью и весной в гастролях. Мы жили вдвоем. Отец тоже работал замполитом, СПТО №1 был. Но в основном мы были вдвоем с сестрой. Но эта сестра всегда очень хорошо вспоминает. И вечером всегда пели песни. Она говорит, я больше пела с тобой песни, чем с мамой, говорила. Вечерами перед сном, когда все заканчивается, и мы поем песню «Любовь». Как поем, я не знаю, но пели. Ну, ей нравилось, и мне нравилось. Но она выбрала вот музыкальную среду. Она и до сих пор работает, мы держим с ней связь. Вот единственная сестра, с которой мы вдвоем так и выросли. Конечно, трудно, наверное, думать, что мамы нет. Ну, ты же воспитываешься, например, у тети. Я бы, наверное, так не представила свою жизнь. Нет. Это же горько, ужасно для ребенка. Своего бы ребенка я никому не отдала бы точно. Вот так. А так, конечно, прям конкретно вот, что это мамы нет, такое бывает, мы тогда просто, наверное, не осознавали. У нас мама есть, папа есть. Мы счастливы. Нас много. Как-то заботы этой не давались, наверное. Нам нравилось, что нас много.
один мальчик и девочки все. И мы даже над братом подшучивали: будешь пятой девочкой нашей, сестренка. Нет, сейчас он уже большой дядя, конечно. Вот. Так, конечно, то, что дедушка где-то есть, мы знали. Ну, что он есть, его зовут Лука, где-то там в горном районе, но я его ни разу не видела. Судьба с нами, конечно, не всегда так добро благотворить, но все эти пороги мы прошли, испытаний были очень много, трудные. Чем трагичней судьбы родителей, тем легче должны быть судьбы их детей. Так, во всяком случае, решили наши герои. Людмила Лукинишна вкладывалась в детей по максимуму. Сегодня то же самое делает и ее, теперь уже взрослая дочь, как никто другой, знающая цену истинного семейного счастья, которое, по ее мнению, конечно же, заключается в детях и муже. Познакомились мы в университете, тоже технарь, надо так сказать. Мы же физики. Сейчас немножко тоже сферу деятельности потихоньку меняет, но все равно все связано с машинами. Он начальником базы, все через него проходит, машины, всех контролирует. Конкретный такой якутский мужчина. Он решил, значит, так будет. Кто-то говорил, что семья должна быть там, 1-2 ребенка, достаточно. Нет, наш папа так не думал. Их семья тоже многодетная, они 4 детей, 2 мальчика, 2 девочки. Поэтому у нас, наверное, так получилось. 3 мальчика, 3 девочки. Поэтому все счастливы. Бабушки, дедушки очень рады. И счастье, когда все-таки внуки рождаются, жизнь снова повторяется. И не только на детей обращаешь, уже теперь на внуков обращаешь, чтобы они никаких ошибок наших не делали и так далее. Функции любой бабушки, как для самого прародителя, так и для остальных членов семьи, состоят в простых вещах. Прежде всего, само присутствие, как главный символ стабильности. Второе – это поддержка как в трудные, так и в радостные дни. И, наконец, третье – это сохранение семейной истории, семейных традиций и ценностей. Это ощущение преемственности и единства семьи создает Людмила Лукинишна. А вот Саргылана решила этот вопрос по-другому. Участие в различных семейных конкурсах – отличный способ времяпрепровождения и прекрасный вид совместной деятельности. А на самом деле есть управа Центрального округа. Я туда пошла за столичным пособием. Как многодетная семья, там сколько там, 300 или сколько-то рублей на ребенка там выделялось. Там на транспортные расходы, на что-то там, я не помню уже на что. А потом мне предлагают: а вот ты многодетная мамочка, не хочешь поучаствовать в конкурсе пап? Я говорю: пап? У нас папы же все очень скромные якутские мужчины. Они немногословные, трудяги, работяги, но про нашего папу это точно нет. И они сказали: это конкурс будет такой вот, ну, вы можете презентацию сделать заочно, давайте участвуйте. Тем более вы новые лица, молодые, ну и там много будет у вас участников. Мы такие: ну хорошо. Сделали презентацию нашего папу, он любит охоту, он любит машины. И мы такие: круто, победили в какой-то номинации. Папа даже немножко так распрямился, медалью там. В общем, очень хорошо у нас получилось. Мы познакомились тогда на конкурсе с многодетными папами, семьями их, конечно, которые поддерживали их. Организаторы, ну вот женсовет получил все и управа. И потом они говорят: так, мы вас заметили, участвуйте в конкурсе. Конкурс называется «Семья года 2013». Так, участвуя и побеждая в семейных конкурсах, Саргылана Иосифовна и вся ее дружная семья не только закладывают правильную модель семьи для подрастающих детей, но и сами являются ее непосредственной частью, прививая каждому ребенку семейные ценности и традиции. Примером должен быть, конечно же, родитель, да, и какая атмосфера в семье, такой ребенок будет. Да. Это все зависит от родителей. Родители должны очень хорошо знать своих детей, дышать этим воздухом, вот в такой сфере, вот вместе с ними, вот чувствовать
Почему говорят, что грудным молоком надо кормить свое дитё? Эта связь уже имеется. Хоть он не скажет, но ты чувствуешь. Конечно, это продолжение рода. Это самое главное. Каждая девушка должна выйти замуж. Это закон жизни. Родить. Это, как говорится, вырастить. Вот это долг каждой женщины, по-моему. Если девушка не выходит замуж, не рожает, это уже совсем другая сфера. Так что это, наверное, все-таки это закон природы, который дарит нам жизнь. И нам дает жизнь, а мы даем другим жизнь. Наверное, это самое главное. А все остальное, наверное, прилагается. Но это непростое дело, конечно. Это очень непростое дело. Мама – это, конечно же, хозяйка дома, семьи, очага. Та, которая поддержит, поймет, та, которая будет любить, оберегать. И на самом деле мамой быть – это миссия очень приятная. Мама – это все. Это многофункциональный центр, который умеет делать все. Ну, как солнце, и вокруг нее все, что крутится. В семье все зависит от мамы. Мама – это, конечно, счастье, но очень трудное счастье. Вырастить нужно образование, чтобы правильную дорогу выбрал. Это все, конечно, это функция родителей. Наша героиня и Людмила Лукинишна, и ее дочь Саргылана уверены, что миссия каждой матери заключается именно в единстве. Только поддерживая друг друга добрым словом и верным поступком, можно воспитать хорошего человека. В этом смысле каждая мать, считают наши героини, должна быть своему ребенку ангелом-хранителем. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.